إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Мы снова вернулись в Африку. Миллионы прибывают сюда. Это колоссальное количество животных не может не привлекать охотников, профессионалов, таких как этот. Гепард. Это животное, бесспорно, самое быстрое животное на Земле. Но сейчас он занят выживанием. Африканская газель для гепарда не только цель для охоты. Между газелями и гепардами существует соперничество за право быть самым быстрым. Газель очень осторожна. Чаще всего она скрывается в густых зарослях. Гепард осторожно подбирается к своей жертве до тех пор, пока не приблизится к ней на расстоянии 30 метров или еще ближе. На этом расстоянии появляется возможность успешно атаковать. Лучшая тактика – это ожидание. Гепард знает, что нападение среди зарослей, скорее всего, не даст результата. Но когда жертва выйдет на открытую местность, вот тогда у него будет хороший шанс. Но кажется, что терпение кончается. Да, он должен хотя бы попытаться. Кажется, что эта газель не знает, что происходит вокруг нее. Гепард способен развивать скорость 120 км в час всего за 3 секунды. Он всегда выбирает самую слабую жертву. Такой конец газели был вполне предсказуем. Большие кошки никогда не начинают есть свою жертву, пока не убедятся полностью, что их жертва уже мертва. Несмотря на обстоятельства происходящего, но даже животные проявляют друг к другу сострадание. Детеныши гепарда и другие члены этого сообщества приходят отведать угощение. Гепарды нападают на животных, вес которых не превышает 40 килограммов. Обычно это бывают маленькие газели, антилопы, дикие кабаны. Во время погони за жертвой гепард преодолевает 8 метров одним прыжком. Гепард имеет худое тело, что делает его движения легкими. В длину его тела достигает около 135 сантиметров. Он очень легок, весит около 35 килограммов. Высота этого животного около 94 сантиметров. Вес его никогда не превышает 70 килограммов. Гепард – небольшой мастер лазить по деревьям, но все же делает это, чтобы наблюдать за обстановкой. Самки меньше самцов.
Половой зрелости они достигают на 2-й или 3-й год жизни, а самцы становятся половозрелыми уже к году. Но, несмотря на это, они обычно обзаводятся семьей не раньше 3 лет. Гепарды размножаются в любое время года и не ограничены каким-то определенным временем года или сезоном. Чаще всего самки рожают зимой. Они вынашивают свой плод в течение 90 дней и могут родить до 8 детенышей за раз. При рождении детеныши весят около 300 граммов. Мать кормит их молоком и прекращает кормление, когда они достигают 4 месяцев. Они имеют острый слух и отменное зрение. Гепард нуждается в питье всего 1 раз в 3 или 4 дня. Согласно подсчетам африканских заповедников, общее число этих животных составляет от 7 до 10 тысяч особей. Гепард очень сообразителен. Когда он охотится, то может принимать мгновенные решения во время бега на большой скорости. Темные места помогают прятаться и маскироваться, скрывая свое присутствие от других животных. Обоняние у гепардов слабое, зато зрение, что надо. Он вглядывается в прерии в поисках возможных целей. Но когда мы говорим о гепардах, то больше всего нас привлекает его невероятная скорость. Он может развивать скорость с 0 до 120 км в час за считанные секунды. Для гепарда это быстрый завтрак. После успешной охоты гепард переводит дух. Он не начинает есть сразу, берет несколько минут, чтобы отдохнуть и восстановить температуру тела. Эти животные – воины, и сейчас они нуждаются в небольшом отдыхе. После еды гепард любит вытянуться, расслабиться и поспать, не обращая ни на кого внимания. В таком случае не будем тревожить гепарда, дадим ему возможность спокойно отдохнуть. Краб. На этом берегу живут другие создания. Множество животных находит себе пропитание на побережье. В этом месте проживают тысячи видов всевозможных живых существ. Это животное старается изучить обстановку, прежде чем вылезти из ила. Крабы. Это очень интересные существа.
Как только они чувствуют малейшую опасность, немедленно прячутся в свои укрытия. Краб относится к ракообразным. Существует более 850 видов крабов. Они отличаются друг от друга в размерах и особенностях строения. Они живут в самых разных климатических условиях, и благодаря этому их можно встретить в самых разных уголках Земли. Некоторые из них живут в соленой воде, другие только в пресной. А есть виды, которые живут исключительно под водой и никогда не выходят на сушу. Он скрывается под слоем песка не менее 10 миллиметров. Но в воде им прятаться значительно легче, чем на суше. Несмотря на малый размер, в среднем краб живет так же, как и человек, около 60 лет. На протяжении жизни крабы неоднократно меняют старую кожу на новую. Благодаря этому покров их тела становится все прочнее и крепче. Этот краб строит себе новый дом. Своими многочисленными конечностями он выталкивает шарики ила. Крабы не слишком щепетильны в вопросах строительства, потому что знают, что их дома временные. Большинство крабов обладают крупными клешнями, которые они используют для еды, охоты и самообороны. Этими клешнями они могут с легкостью раздвигать створки мидий, чтобы полакомиться их нежным мясом. Некоторые крабы сами прячутся в ракушках. На берегах Японии существует популяция известных гигантских крабов, которых больше нет нигде в мире. Японский краб-паук. Представьте себе, что в длину он может достигать 3 метров, а вес доходит до 12 килограммов. Это самое большое животное из группы членистоногих на нашей планете. Этот вид питается остатками умерших морских животных и рыб, а также мидиями. Эти животные признанные долгожители. Они живут до 100 и более лет. Некоторые виды живут на глубине не менее 50 метров, а максимальная глубина их проживания доходит до 2000 метров. При этом, чем глубже они живут, тем крупнее их размеры. Виды, живущие по берегам, имеют средний размер. Их длина не превышает полметра, зато количество их огромно. Большинство крабов передвигается боком. Мы нашли один вид, который передвигается прямо. Видимо, он ищет себе пристанище. Это его дом? Кажется, так красивее. Она напоминает шапку на его голове. У крабов нет определенного сезона размножения. За один раз самка откладывает большое количество икринок, иногда до 8 миллионов. Но, несмотря на это, спасаются не все. В среднем выживает только 1 личинка из миллиона икринок. Остальные икринки оказываются съеденными другими животными и рыбами.
Развитие эмбрионов икринки длится около 2 недель. После полного формирования личинка вылупляется, а потом еще и на протяжении 20 дней она формируется, пока не примет вид краба. В зимний сезон некоторые виды крабов совершают массовые миграции к теплым водам. Другие виды предпочитают дома, закапываясь на зиму в толщу ила, а весной, когда вода прогревается, они снова выходят на поверхность. В северных лесах Соединенных Штатов Америки свободно произрастают миллионы деревьев. На кронах этих деревьев живет очень редкая птица. Белоголовый орлан. Он считается народным символом в этой стране. Белоголовый орлан живет поблизости от озер, которые являются для него источником пищи. Самым любимым блюдом орлана является лосось. У него невероятно острое зрение. Он способен видеть жертву с очень далекого расстояния. Безупречное искусство полета. Белоголовый орлан питается не только рыбой. Он охотится на любых птиц, которые меньше по размеру, чем он сам, таких как утки, гуси и другие птицы. Но зимой они нередко питаются мертвечиной, так, что они способны съесть труп целого кита. Но сейчас он ограничивается тем, что несет эту мертвую рыбу, которую нашел на берегу. Он обладает очень сильными крыльями, благодаря которым он может даже плавать, если в этом есть необходимость. Скорость полета варьируется от 50 до 70 км в час. Но когда он атакует, пикируя на свою жертву, скорость орлана достигает 100 км в час. Видимо, голодная жадность зимой заставляет его быть более настойчивым в поиске пищи. Да, эта рыба кажется аппетитной. Она действительно большая. Размах крыльев белоголового орлана достигает 2,5 метров. Он может подниматься на высоту более 2000 метров и способен увидеть рыбу под водой с расстояния 1000 футов. Белоголовый орлан предпочитает строить свои гнезда на хвойных деревьях. Но в редких случаях он может устроить гнездо на земле. Гнезда орлана большого размера. В диаметре они достигают 4 метров. Для строительства гнезда эта птица всегда выбирает местность неподалеку от открытых водоемов и озер. Самки откладывают от 1 до 3 яиц в год. Птенцы становятся полностью самостоятельными в возрасте 4-5 лет. Орлан – птица-однолюб. Он выбирает себе спутницу для жизни, и больше они никогда не расстаются. И только смерть может разлучить их.
Срок жизни орлана – 20-30 лет. Но есть редкие случаи, когда были зарегистрированы особи, прожившие более 50 лет. Птенцы орлана имеют полностью коричневое оперение с белыми пятнами. Такими они остаются до 4 или 5 лет. Самец и самка вместе участвуют в процессе высиживания яиц, который длится 35 дней. Белоголовый орлан – это одна из самых крупных птиц. Самцы орлана весят около 4 килограммов, а самки в среднем на четверть больше, около 5 килограммов. Несмотря на большой размер, птица не является тяжелой. Причина этого в том, что кости орлана полые и легкие. Это помогает ему в полете. Белоголовый орлан до недавних пор считался вымирающим, но после того, как на Аляске и в Канаде было обнаружено существенное количество этих птиц, их природоохранный статус вымирающего вида был заменен на менее тревожный и был обозначен как уязвимый вид. Это произошло в 1995 году, а в 2007 году птица была полностью исключена из списка животных, находящихся под угрозой. Подсчеты показали, что примерное число этих птиц около 10 тысяч особей, которые живут в прериях и заповедниках. В летнее время орланы время от времени моются, очищая себя от грязи. Также они регулярно распушают свои перья, чтобы казаться больше, чем они есть на самом деле. Это также один из способов устрашения врагов. В 17 веке золотой орлан был гербом США, и многие государственные печати содержали изображение этой прекрасной птицы.